bir xo'jabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Исян Мусускермет Эдуслар. Сегодня с нами готовит автор и исполнитель Ринат Рахматуллин. Исян Мусус Ринат. Здравствуй, Руслан. Здравствуйте. Исян Мусус Хадрле Тамашашлар. Вот это последний мой диск на досуге. Это мой концерт последний. Посмотрите с командой или там с семьей. Это вам подарок. Спасибо, Бензур Ахмед. Отлично. И подарок номер 2. Номер 2 это манты. Вот на досуге тоже где-нибудь с друзьями. С Манты, командой. Казан. Будете манты варить и Рената вспоминать. Ринат Рахматуллин вспоминать. И песни ваши слушать. Ринат Рахматуллин. Певец, композитор, поэт, актер. Родился 15 июля 70-го года в селе Нижний Нарадбаш Буинского района. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств. В разное время работал художественным руководителем в родном сельском доме культуры, директором районного дворца молодежи и художественным руководителем Дома культуры Буинского сахарного завода. В 2007 году, когда образовался Буинский государственный драматический театр, он одним из первых пришел работать в театр артистом драмы. Ринат Рахматуллин – лауреат различных конкурсов и фестивалей, в том числе неоднократный обладатель премии «Алтын Барс». В 1987 году он написал первую свою песню «Кайцам туан авалама», которая сразу же приобрела колоссальную популярность. Сегодня Ринат Рахматуллин является автором более 140 песен. Какое блюдо вы сегодня для нас придумали или, наоборот, это ваш рецепт? Нет, это сегодня мы будем готовить мясо по-буински. Вау! Потому что я Сейчас из Буинска. весь Буинск взорвался аплодисментами. Мясо по-буински. Поэтому мне сейчас надо мясо. Так, здесь у нас я баранину вот приготовил. Все, баранина есть. Говяжий фарш. Фарш есть. Ага. Ты пока займись, Руслан, луком. Надо будет порезать лук. По статистике Шарафуддинов Руслан режет лук каждую 8-ю, 9-ю, 10-ю, 7-ю, 6-ю Ты, программу. наверное, уже профессионал в этом деле. Мелко порезать лук я могу. Все, Так, бисмилlah рахман рахим. мы готовим мясо по-буински вместе с Ринатом Рахматуллиным. Мы начинаем. Так, как мы режем мясо, Ринат? Так, мы режем мясо вот такими кусками. Чтобы потом было отбивать. удобнее отбивать. Да, отбивать надо будет потом. Вы знаете, Ринат, вот сразу видно, да, потому как вы режете мясо, что вы все-таки не первый день на кухне. Нет, ну и приходится, конечно, больше готовить. Но я в основном люблю восточные блюда, Руслан. Восточный лагман, шаурма, шурпа. Вот такие блюда. Как вы их готовите? На костре в основном? Нету, зачем? Дома. Дома? Дома. А супруга какие блюда готовит? Супруга мне вообще вкусные блюда готовит. Какой комплимент сейчас был. Ничего не перечислил. Самое главное, супруга вкусно готовит. Да. Так, Руслан, мне надо будет, наверное, пленку, Так, сейчас. чтобы отбить, чтобы Все было как аккуратно. татары, эстетично. Да, эстетично, чтобы аккуратно. Так, такая вот штучка Да, пойдет? да. О, Отлично. Ну, ты сообразительный молодец. Так. Лука достаточно или еще немножко нужно будет? Я думаю, еще одну Еще можно. немного, да, еще немножко. Так, и закладываем мясо. Ринат, ознакомившись с вашей биографией, вспоминаю тот интересный случай, когда в 5 лет вы покорили своим танцем «Морячка» всю деревню. И деревня приходила, и всегда: «Ринат, пожалуйста, станцуй». В 5 лет в деревне, когда я вот в деревне жил, в 5 лет я танцевал. Вот это, эх, яблочко, ты моя, ля-ля-ля-ля-ля. Вот этот танец, все от этого танца все были в восторге, вся деревня. Приходили в клуб, вот, были же раньше выборы, Выборы, 23 праздники, февраля, 8 марта, это же такие огромные праздники были. Вот, поэтому приходили смотреть только вот на 5-летнего. Даже забывали на выборах голосовать. На Рената смотрели и также уходили. Нет,
Просто вот даже моей матери говорили, Нурия, идем только смотреть на твоего ребенка. Нет, я танцевал классный. И потом эти же вот... у вас костюм еще был? Нет, морская форма же есть. Ага. Солдаты же, моряки же приезжали с армии. Приезжали, мне ушивали вот это все подгоняли. 5-летнему ребенку 20-летнюю форму одеть, это очень тяжело. Так. Конечно, хочу вернуться вот это в 5 лет. Это очень... Повторить. Да. Может, на каком-нибудь юбилейном концерте оденете форму и... Зажгете, да? Да. А первую песню когда свою спели? Первую песню Руслана я написал в 15 лет. Ну, и исполнил в 15 лет в своей деревне, в своем клубе. Но народ, конечно, был в восторге от моей песни, потому что какой-то мальчуган, 15-летний, написал такую хорошую, красивую песню. Так, если честно говоря, все были в шоке. Сюрприз. Ренат, я предлагаю вспомнить вашу молодость и для наших зрителей исполнить эту песню. Қайтсам әгер туған ауылыма, үзіліп елар едім, шатылығымнан урам ортасында, үздіріп бір жырлар едім. Вот она, вот такая. И с этого все началось. Да, и с этого все началось, все пошло потихонечку. Я уже потом поступил в Институт культуры, учился там. Когда уже я заканчивал, уже не институт был, а Академия культуры уже. Я был в деревне первый академик. Академик с дипломом? Да, с шуткой. Ренат, а на каком отделении вы учились вот, в Институте культуры? Я учился в отделении культурологии. У меня специальность педагог, организатор досуга. Подождите, а вы же на музыкальном инструменте вроде играете? Нет, ну играл. Я играю на синтезаторе сейчас. Ага. После занятий я оставался один в аудитории. В каждой аудитории была фортепиано. Ага. Я сидел одним пальцем играл. То есть Учился. про таких говорят самоучка? Да, самоучка. Никто меня не учил, никто мне не показывал ноты, никто мне аккорды не показывал, ничто не показывали. Я просто на слух играл и научился играть. Это вначале самоучка, а у тех, кто получается, называется талант от Бога. Да. Ренат Рахматуллин, лук у меня готов, мясо мы отбили. Все, сейчас немножко поперчим, Так, посолим. посолим, поперчим, так, соль, Посолим. перец. И затем мы будем его обжаривать, да? Обжаривать, да, я себе сейчас. Сейчас сковородочку я приготовлю на растительном масле. Так, соль, пожалуйста. Так, Соль. на глаз. Так. И перчик немножко Перчик, можно. да, немножко. Так. Перчик можно. Но блюдо такое получается настоящее, мужское. Ну, это буинское. Так, можно еще немножко вот... Что это? Это паприка. Паприка. Давайте Есть у нас базилик. Сейчас, секундочку, вот немножко. Только, Но здесь, я немного. думаю, можно и того, и того. Да, и Чуть-чуть. базилик тоже можно. Для аромату. Аромат. Так. Все, спасибо. Я тебе даю сейчас мясо. Так. Пока ты мясо обжариваешь, я буду сейчас Смешивать фарш. помешивать фарш с луком. Так, пожалуйста. Весь лук добавляем? Да. Луком не испортишь фарш. Нет, конечно. Ренат, ну вот вы научились играть на синтезаторе. Сам лично. И что в итоге потом? Для кого-то музыку? Как начали музыку писать? Ну, после института, после академии я приехал в свой родной край, устроился на работу художественным руководителем Дома культуры. Дай, пожалуйста. Хорошую вам должность дали, как академику единственному. Ну да. И вот, начал песни писать. Вроде получается. Сначала пишу, на концертах ее пою, эту песню. То есть тогда уже в Буинске первые концерты ваши? Не в Буинске, в Нарадбаш. Нижний Нарадбаш, это моя деревня. Нижний Нарадбаш, Буинский район, это моя деревня родная. Это ваши первые и любимые сцены, можно сказать? Да. Это мое начало. Начало карьеры? Да, начало карьеры. Я выходил, пел свои песни. Ну, вроде народу нравилось. Да. Я начал еще писать, вдохновление-то появляется. Ага. Потом у нас же еще земляки Дина и Рафаэл Латыповы. Тоже буинские же. Потом они начали у меня песни просить для себя.
Я давал им песни свои, они выступали на сценах, на больших сценах с моими песнями. Так, можно добавить соль немножко сюда? Да-да-да. А они никогда не приглашали? Ренат, давай спой с нами втроем. Я ходил с ними тоже. Тоже выступал? Да, на гастролях были с ними тоже. Выступал своими песнями. Потом пришло время, наверное, уже думаю, выпустить кассету. Тогда еще была кассета. То есть уже первый сольный альбом? Да, первый сольный альбом не для популярности, не для того, чтобы там что-то я пишу. Денег заработать, да? Просто для истории, для себя. Что есть у меня такие песни, которые, ну, чтобы мои дети, чтобы мои внуки потом слушали. Вот наш дедушка, наш папа писал такие песни. Тогда еще была студия «Союз». Вот я там выпустил свой первый кассету, первый альбом. Это было для меня счастье, это была радость. И гордость. Это гордость была. Самая вот любимая и самая песня, ну как сейчас называть, хит, какой был тогда вот в этом альбоме? Вот это как раз и есть «Қайтсам туған ауылыма» вот было. Который вы нам исполнили. И как раз кассета называлась «Қайтсам туған ауылыма» под этой песней. Но там у меня была песня в этой кассете «Ташлап кетме». Юк-юк, ташлап кетмесин, қалдырма мені, ялғызым. Кет, барбір келемін, яши алмайм, мен бір өзім. Вот она песня такая. Ренат Рахматуллин сегодня с нами, и готовим мы мясо по-буински. Процесс приготовления мяса по-буински в самом разгаре, и мы сегодня готовим по рецепту автора-исполнителя Рената Рахматуллина. Ренат, еще раз спасибо, что с нами. Я быстренько для телезрителей расскажу, что я сейчас обжариваю мясо, которое мы в специях замочили, перемешали. Это баранина. Здесь у нас говяжий фарш, который мы перемешали с луком. Готов. И тесто. Так, тесто. Мы сейчас будем сегодня использовать такое тесто. Слоеное. Слоеное тесто, да. Я сейчас буду раскатывать, ты пока жарь. Ренат, продолжаем наш разговор. Вот выпустили вы свою первую кассету. А популярность-то как она пришла? Ну, послушали зрители, слушатели эту кассету. Всем понравилось. Ну, начали приглашать туда-сюда. И потом меня пригласили в клуб «Сахарник». Ну, Дом культуры при заводе, сахарном заводе. Буинском сахарном заводе. Буинский сахарный завод. Пригласили меня туда на работу, где работал заслуженный артист Татарстана Фирзар Муртазин. То есть Фирзар Муртазин тоже с Буинского у нас? Да. Фирзар Муртазин вышел на большую карьеру, на большую сцену, тоже с этого клуба. И я вот продолжаю идти по его стопам. Ренат, хотелось бы еще поговорить о вашей работе в Буинском драматическом театре. Как вы там оказались? Меня пригласил Раиль Садреев, который возглавляет Буинский драматический театр. Мне дали роль. Первая роль ваша? Первая роль у меня милиционер, участковый. Я исполнил эту роль отлично, даже супер, можно сказать. Даже на улице люди боялись? Да, уже мне говорили, да, не только певец. Но все равно театр, спектакль, но моя основная работа – это писать песни, радовать людей, гастролирую по всей России. Ренат, мясо у нас готово, тесто раскатано, фарш готов. Мы сейчас будем собирать наше блюдо, но перед этим я предлагаю из ваших современных хитов что-нибудь исполнить. В моем творчестве большую роль сыграла мама, моя мать, Нурия Софиловна. Поэтому вот эту песню я посвятил ей. Эта песня очень популярная. Рустам Закиров ее первым спел. Я хотя бы припев хочу спеть. Қартайма әлі, әнкей қартайма әлі, сен бүйтіп өзіңнің жүрек жылысы. Өтті ғұмырлер деп қайғырма әлі, бізге әлі гүрләп яшисің. Bizning barliq yaratgan aniyimizga, Әниләребезгә bek zo'r salom ham bek zo'r rahmat. Амин. Аминь. Дорогие друзья, внимание, особенно для тех, кто тщательно записывает наши рецепты. Сейчас финальный аккорд. Рассказывайте. Финальный аккорд. Мы сейчас вот тесто делим на 4 части.
чтобы туда укладывать фарш. Сначала кладем... Первый слой фарш. Да, первый слой фарш будет у нас. Так, здесь у меня готово уже мясо. Так, ты сразу готовь мясо. Вот ложим фарш вот так. Так. Сверху мясо. Мясо. И Вот. еще один слой. Хорошо живут в Буинске, я смотрю по Фарша. вашему рецепту. Прям вот так. Итке итне кушап. Это неплохо. Но это Даже очень, народные артисты так не питаются. это очень даже хорошо. Кстати, об артистах. Вот вы свои песни поете, Рустам Закиров поет, и все? Или еще кто-то исполняет? Нет, еще поют мои песни. Альфина Азгамова поет мои песни. Поет мои песни Ильмира Сулейманова из молодых певцов. Ну, Рафаэл и Дина Латыповы поют мои песни. Мои песни еще поют Алмазыч Муратов, Челнинский. Ну, кто? И в основном, Руслан, я не хочу давать свои песни, ну, просто потому что сам их пою. Как автор-исполнитель. То есть, получается, сейчас уже большая редкость, чтобы наши вокалисты пели ваши песни. Ну, Если хорошенько попросить, можно. можно, Пишите письма Ринату Рахматуллину и получите хорошую песню. Размер мяса по-буински мне Да, нравится. Вот так же сделай, попробуй так же сделай. Сейчас попробуем. Так. Я пока остатки закончу здесь фарша. У нас как раз, как говорят, фарш беттеда життеда. Да. Так. Ринат, пользуясь случаем, хочется поздравить вас как пятикратного обладателя премии Алтын Барс на конкурсе Татар-Жыры. Спасибо. Спасибо. Вот это, мне кажется, самое лучшее подтверждение вашей популярности. Ну, наверное, потому что в 2010 году я первый Алтын Барс получил на Татар-Жыры. Я радовался, конечно, это моя вторая радость была в жизни. Первая радость, как кассету выпустил, вторая радость была у меня вот, Алтын Барс. Этот Алтын Барс уже я носил на руках. Даже почти, можно сказать, спал с ним. И к этому Алтын Барсу меня привела песня. Самая популярная, самая такая зажигательная, самая интересная, по-моему, на сегодняшний день. И с 2010 года. Это «Туктай Ангар» песня. Так, сейчас я подготовлю противень. Чуть-чуть маслица. Сколько запекаем мы это блюдо? Минут 40. Так, выкладываем сейчас. Выкладываем. Так, мясо по-буински у нас готово к отправке в духовку. Нет, Руслан, Нет еще? Надо еще желтком сверху смазать, чтобы золотистый такой свет был. Для красоты. Для красоты, да. Ну, чувствуется все-таки ваша работа в театре, любите все красиво, чтобы было... Чтобы было красиво, чтобы было не только красиво, чтобы было вкусно. Главное. Так, но как татары говорят, шухатли и цалгач, там ли была инду. Если столько мяса, значит вкусно будет 100%. Да, вот хорошо. Так, и открываем духовку, отправляем мясо по-буински на 40 минут. Теперь это все готово. Рина, раз вы меня сегодня познакомили с вашим рецептом, я поделюсь рецептом витаминного салата, который мы сделаем быстро и прямо сейчас. Мясо по-буински. Мясо нарезали крупными кусками, отбили, приправили специями и обжарили на растительном масле до золотистого цвета. Говяжий фарш смешали с мелко нашинкованным репчатым луком. Куски мяса с обеих сторон обложили фаршем, выложили на раскатанное слоеное тесто, края защипали и смазали сверху желтком. Подготовленное таким образом мясо запекали в духовке 30-40 минут. Итак, Ринат, файдалы салат. Из чего мы его готовим? Зеленый горошек, отварной картофель, квашеная капуста и мелко-мелко нарезанный лук. Лук сейчас я замариную, но вас прошу нарезать картофель. Стандартно кубиками, ну, примерно по сантиметр на сантиметр. Все, понял. Начинаем? Начинаем. Салат готовится очень быстро, вы сами в этом убедитесь. Итак, маринад. Для маринада буквально щепоточку сахара добавляем. Вы сейчас запоминаете же, дома будете повторять? Я Слушаю. Я слушаю. Так, можно чуть-чуть соли. Я работаю и слушаю. Работаю. Нет, я работаю и слушаю, это я, а вы работаете и поете. Так, соль и капельку уксуса. Так, Уксус тоже нужен, да? чуть-чуть. И вот в таком маринаде лук немного у нас постоит. Ринат, поделитесь, пожалуйста, планами
в 2015 году, вот творческими? Я знаю, вы недавно вернулись, например, с Москвы. В феврале я был по Татарстану, Башкирии. Начало марта Оренбург, Оренбургский край, Пермский край. Вот недавно только я приехал с Москвы, с Нижнего Новгорода. А за границу не выезжали с гастролями? Пока нет. Но планы есть. Планы есть. Ну а как принимают вот вас в других регионах России? Принимают, Руслан, если честно, хорошо. Потому что мои песни, вот я там, в смысле, не хвалюсь, мои песни слушают и дети, и среднее поколение, и старшее поколение. Поэтому все мои песни доступны всему возрасту. Я радуюсь этим. Я потому что стараюсь писать песни те, которые нужны зрителю, а не те одноразовые песни, которые сегодня спели, завтра забыли. Ну, а есть у вас, кстати, песни, которые вот вы придумали, написали, но они так и лежат там в архиве? Нет, есть такие песни, конечно, в архиве есть. Это запасные песни. На 2016 год. Да. Так, все у нас готово. Картофель. Самый основной готова. ингредиент этого салата. Пожалуйста, его сюда. Так, пожалуйста. Лук замариновался. Так. Наш маринованный лук. Квашеная капуста. Все смешиваем, да? Все смешиваем, да. Зеленый горошек. Ну и чтобы добавить некую весеннюю нотку, зеленый лук. Ну, это да. Пожалуйста, смешивайте. А заправить наш файдала салат можно, в принципе, чем вы захотите, но я советую использовать нерафинированное растительное масло. У нас в деревне, кстати, такое масло называли ислимай. Заправляем и подаем к столу вместе с мясом по-буински. И все это попробуем совсем скоро. Оставайтесь с нами. Пайдала – салат. Отварной картофель нарезали небольшими кубиками. Репчатый лук мелко нашинковали и замариновали в смеси сахара, соли и уксуса. В глубокой посуде смешали все ингредиенты – картофель, лук, зеленый горошек и квашеную капусту. Затем добавили зелень, заправили нерафинированным подсолнечным маслом и еще раз хорошенько перемешали. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты сегодняшних блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Ренат, итог сегодняшнего кулинарного шоу на нашем столе. Это файдала салат, витаминный салат, который мы приготовили буквально за пару минут. Да. Ну и наше VIP блюдо, как говорят в буинске, мясо по-буински, оно так и называется. Внимание, от горячего здесь. Бисмилля рахман рахим. Бисмилля рахман рахим. Ну, Ренат. Ну, давай ты сначала. Нормально? Сразу захотелось переехать жить в Буинск. Потому что есть вот такое вкусное блюдо. Это оно как раз для настоящих татарских мужчин. Мясо получилось сочным. Мало того, что мы его, конечно, отбили, оно стало мягким. Но фарш, который его обволакивал, еще и слоеное тесто. Ренат, чудо-блюдо сегодня вы нам принесли в студию. Отдельное спасибо. Ну а наш файдала салат, я думаю, добавит весеннего настроения. Давайте его тоже попробуем. Давайте попробуем. Быстро готовится. Легко усваивается. Вкусно. И по-весеннему. Чудо. Ренат, хочется вам сказать большое спасибо за это замечательное блюдо, за ваши прекрасные песни. От нашего партнера Кукмарский завод металлопосуды представляет посуду линии Палитра. Это оригинальное цветовое решение, антипригарное покрытие, толстостенный корпус. Так и хочется скорее взять в руки эту посуду и приготовить что-нибудь вкусненькое. Ренат, вам большое спасибо за то, что посетили нашу программу, поделились таким замечательным рецептом. Желаю вам творческих успехов и еще обязательно увидимся. Ну а в конце нашей программы я предлагаю вспомнить вашу самую популярную песню, которая называется «Янгар». Тукта янгар. Тукта янгар. Тукта янгар, яуым әлі, сағыш басты көңілімне аңылары. Сен қайдасың, сүйген ярым қайдасың, үзіліп сені тәрәзәден күтәмін, үзіліп сені тәрәзәден күтәмін.
Смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» каждую неделю. Спасибо. Sağ olun dostlar. Рахмат.